agree. Travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Ребята, с вами Волчонок, и мы продолжаем мангу «Мертвые дни», 10 глава, подарок. В истории присутствуют сцены, которые могут негативно повлиять на некоторых читателей. Для тех, у кого слабое сердце, следует воздержаться от дальнейшего чтения. Что это? Ощущение, словно мне знакомы эти чувства. День рождения в такое время? На моем месте я бы скорее предпочел смерть. А, точно. Я знаю, что ей подарить. Плей, который мне подарил отец на день рождения, с которым я практиковался игре на гитаре. Если я швырну его с балкона, точно. Так я смогу проскочить мимо мамы и сбежать из этого дома. Но даже если я выберусь, куда я пойду? Есть ли тут другие выжившие поблизости? Если мы позовем на помощь, придет ли кто-нибудь? Откроет ли нам дверь? Что, если нам никто не поможет? Подумай об этом. Нам всего лишь надо продержаться, пока нас не спасут. Я думаю, что наконец нашел способ хоть кому-то помочь. Тому, кто помог мне. Но зачем он мне это дал? Отец подарил его мне, когда я играл на гитаре. Это старенький плеер с диктофоном. Даже батарейки еще не рабочие. Уже давно я написал одну песню, отец часто ее напевал. Называется Open Arms. Другие не слушай, потому что я их запорол. Я подумал, что музыка сейчас может немного поднять тебе настроение. Давай держаться вместе, пока нас не спасут. Уже прошло 6 дней. Они совсем скоро будут тут, верно? У тебя есть наушники? Моей в комнате нет. Не включай слишком громко. Наушники? Я на 7-м этаже, так что ничего страшного. К тому же, в любом случае, мне уже все равно. Мне всегда было интересно, какие песни ты пел, как звучит твой голос. Тебя было не слышно издалека, но мне нравилось наблюдать за тобой. Мне нравится видеть, как ты вкладываешь душу в любимое дело. Поздравляю с днем рождения. Теперь самое худшее время моей жизни. Впервые за всю свою жизнь я получила песню в подарок. Я буду твоей опорой. В декабре прошлого года мой отец вывел меня посмотреть на снег. Посчитав, что меня это подбодрит. Секунду мне захотелось побыть одной. Я так испугалась, я не думала, что меня потащат назад или что я пострадаю. Глядя на то, как люди провожают меня взглядом, мне казалось, словно я уже мертва внутри. Вот когда я впервые встретила тебя, когда хотела увидеть, я думала об этом. Я чувствовала себя виноватой, что так и не смогла сама поблагодарить тебя. Спасибо вам. Да без проблем. Почему ты упорно карабкаешься туда? Давай мне свою руку. Нет.
досада. Я буду твоей опорой. Я хочу сделать что-нибудь. Сама. Спасибо. Прежде чем я умру, я хочу сожалеть об этом. Спасибо тебе. Мой голос слышно на весь квартал. Почему она увеличила громкость? Может, ей уже все равно? Может, нам уже действительно не на что надеяться? Странно, я прямо тут, но она не нападает. Может, она вспомнила эту песню, потому что ты часто ее напевал. Если подумать, мама выглядит такой уставшей. Если я сейчас сбегу, могу я выжить? Могу я выжить? Но если я пойду, тогда я просто брошу здесь свою маму. А если бы я был заражен, оставила бы она меня? Она врубила громкость на полную и слушала песню на повторе, пока не сели батарейки. Это может привлечь еще больше зомби. Но возможно потому, что играла музыка, или потому, что мы постепенно теряли надежду, я уже не особо боялся ее. Даже если спасатели, как и мы, все еще живы, нет гарантии, что они сюда придут. И все же, прошу, пожалуйста, спасите нас, умоляю. Спасибо тебе, спасибо. Спасибо тебе. Тебе тоже. Я действительно хотела сказать тебе это, прежде чем я умру. Спасибо тебе. Она что, плачет? Кажется, у нее дрожит голос. Это что, свет? Значит, здесь еще кто-то есть. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Проклятие. Когда это кончится? Бро, все в порядке. Бро, все в порядке? Ага. Держусь пока что. Тебе ведь кажется, что мы ходим кругами? Мы уже давно должны были быть у моста. Точно. Эй, дружище, не ты ли говорил, что мы сегодня будем там? Что значит твое ц? Мы тут совсем одни. Может, нам проще сами пойти? Нафиг он нам вообще сдался? Ну, он спас нас. И у него есть пушка. Пусть это займет больше времени. Но давай останемся с ним. Так безопаснее. Но это правда, что ты не Но это правда, что ты не заразился после укуса? Ага, он так и сказал. Вероятно, он знает, о чем говорит, верно? Спасибо тебе. Как насчет того, что этой ночью мы сделаем еще одну установку? Продолжение следует. Спасибо за просмотр и не забудьте поставить лайки и подписаться. Спасибо.